Еще раз доброе утро всем тем, кто только что к нам присоединился. У нас второй час, и вы присоединились, я вам скажу, вовремя. Подарок от нас, пусть даже и не получили, от нас, от проекта Кельче и Чили, но впереди у нас будут другие подарки от наших гостей. Да, как и обещали, сегодня говорим про экологию, и у нас в гостях проект «Эко-волонтеры», а в частности руководитель проекта и координатор Руслан Гайдаров и Айнура Бакирова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, рассказывайте, какие мы плохие, как мы о экологии не заботимся. Нет, давайте сначала поговорим о вашем проекте. Наш проект зародился в 2018 году. До этого все участники нашего клуба активно занимались по отдельности экологией. Кто-то участвовал в уборках, кто-то в посадках. В каких-то школах проводились свои эко-инициативы. У нас много учителей из разных школ, которые вовлечены в наш проект. И направления проекта у нас тоже различные. В основном это эко-просвещение. Но мы эко-просвещение делаем интересно, не просто даем какую-то теорию, мы это делаем в виде игр, проводим различные мероприятия, вовлекаем аудиторию разных возрастов, дети, школьники, студенты. И у нас очень различные мероприятия, и конкурсы рисунков, и эко-эссе, и эко-дебаты, чтобы вовлечь как можно больше аудитории в наш проект. Вы сказали, что раньше все работали по отдельности, да? В какой момент вы объединились? Как давно вы вместе? Я вот сам очень активный волонтер, и где вот работаю, у нас есть тоже программа корпоративного волонтерства «Родные города». Я вот вовлекаю коллег своих в различные мероприятия. И в одном из мероприятий приезжала миссия МГИМО сюда, в Кыргызстан, проводила для волонтеров мероприятия обучающие. И волонтеры создавали различные проекты. В это время я был в жюри. И увидел команду, которая презентовала проект. Мне они очень понравились, я предложил им сотрудничество. Мы встретились, обсудили, доработали проект, подали на грант, получили на реализацию денежные средства, и так зародился у нас проект. И тем самым каждый год к проекту подключаются различные люди, и притом различные люди, и коммерческие компании, и общественные организации, и также сотрудничаем активно с госучреждениями. Вы нам заранее передали фотографии, которые мы сейчас можем увидеть. Это с ваших мероприятий, да? Да. Это здесь... Это у нас были эко-классики. Мы объединили интеллектуальную игру и провели ее на экологическую тематику. А люди, которые собравшиеся, они кто? Люди различные, студенты, офисные работники. А вот тут аудитория интеллектуалов, которые любят проводить время интересно. Не просто пойти в кафе, что-то, просто пообщаться, а провести это время на пользу. Получать информацию об экологии, но и играя, да? Играя, вот да. Студентов так делали, а то мы в свои универные годы вот так сидели, когда же это все закончится. Вот это что за Вот это у нас в конце 2019 года мы провели марафон эко-идей. Мы думали, как... 2018 год у нас было просвещение, 2019 год тоже больше просвещения, игры. И думали, как сделать интересным 2020 год. И решили сделать марафон эко-идей, где собрали больше 10 команд. Это у нас было около 150 участников, по 5-15 человек в командах. Это тоже были и школьники с различных школ, и студенты, и взрослые даже люди. Извините, я вас перебью. Идею о том, как сохранить экологию. Идея о том, как сохранить экологию, нужно начать с себя. Если каждый из нас будет делать какие-то действия, то есть по утрам встаем, чистим зубы, набрали стакан воды и выключаем воду, экономим воду, вышли из комнаты, выключаем электроприборы, пошли в магазин, берем какие-то свои эко-сумки, пьем чай не в пластиковых а одноразовых стаканах, а в многоразовых.
как бы это все действия на будущее, и это все позволит сохранить нашу окружающую среду. Ну вот те проекты, которые предлагали ребята, вообще они имеют дальнейшую жизнь, как-то воплощаются в дальнейшем? Да, тут, получается, показывали фотографию, ребята предложили эко-теплицу. У каждого из нас есть старые компьютеры, и из процессора можно сделать теплицу. И в этой теплице можно вырастить семена, которые, ну, очень такой хороший проект. Ребята тоже участвуют в различных мероприятиях на международной аренде. Это из школы Илим. Они получают тоже первые места. Проект очень такой перспективный. И причем этот проект можно коммерциализировать. Также один из проектов, это наша участница. Она учительница в 71-й школе по биологии и химии. Они разработали компост-аппарат. Сейчас мы активно работаем над этим проектом. И в 2021 году собираемся произвести компост-аппараты. Она произвела маленький компост-аппарат. Сейчас сделала схемы по изготовлению большого компост-аппарата. И эти компост-аппараты мы хотим установить на рынках, потому что большинство отходов это отходы пищевые. Например, чистим картошку или овощи, остаются отходы. Остается какая-то еда, мы все выбрасываем в мусорку. И около 50% это пищевые отходы, которые потом на свалках выделяют токсичный газ, и воздух наш загрязняется. Как бы, чтобы вот это предотвратить, мы решили заняться компостированием и информированием общественности, что можно в домах, даже в квартирах ставить компост-аппараты и как бы из них потом получать удобрения для своих растений как домашних. Здорово, здорово. У меня вопрос к Айнуреджи. У нас тут написано, что вы координатор проекта «Эко-волонтер» по экопросвещению. Да, можно ли об этом поподробнее? Да, просто с самого начала хочу сказать, что у волонтера нет возраста, потому что все привыкают, что волонтер это в основном молодежь. Ну да, есть В такой этом случае я стереотип. хотела бы сказать, что у волонтера реально нет возраста. Мы сами сколько участвуем в различных волонтерских движениях, да, в нескольких проектах бывали. К нам притягиваются люди разные. Бывают даже в возрасте бабушки приходят, с семьями приходят, даже вот берут детей почти что дошкольников с собой. Поэтому в этом плане я всегда Руслану говорю, у волонтеров нет возраста. Вот. По экопросвещению я хотела бы сказать, что мы вот сколько делаем проекты разные, наша задача не столько заставить убирать мусор за собой, да, а вот сколько внести в мозг мышление человека, что сорить это плохо. То есть чисто не там, где убирают волонтеры, где там ходим там с мешками, собираем мусор, да, а именно там, где не ссорят. В Это этом закон, плане, по-моему, думаю, который что все знают, но никто не соблюдает. Айнура у нас тоже экоактивистка и учительница в Койташской школе. И Здорово. мы стараемся максимально привлечь детей, чтобы они, можно сказать, детского сада. Наоборот, бывает, даже дети больше воспитывают своих родителей. Там мама нельзя выкидывать, там вот в таком плане. То есть Вы принесли с собой рисунки. Расскажите, покажите, что это такое. Это ваши рисунки? Сами рисовали? К сожалению, я так красиво не рисую, но пытаюсь тоже. Это вот мы организовывали ко дню защиты детей конкурс детских рисунков «Экология глазами детей». И также к дню рождения нашего клуба мы зародились 5 июня, ко дню экологии. И вот создали конкурс, где дети, было около 150 рисунков из разных регионов. Мы выбрали 35 различных, ну, самых лучших работ, собрали их, наградили. И выявили 4 победителей. Также самым активным мы разработали вот такие сумки, тоже нашли. Если надо сказать, что жюри было профессиональное, это фотографии, да. Жюри у нас очень профессиональное. То есть, я уточню, это рисунки победителей детей, да? Победители, да. Ага, здорово, здорово. Они слепили. Очень красиво. И здесь один нюанс, что
ткань была не куплена, а именно из остатков швейного производства. ага. То есть мы максимально постарались сделать так, Ну, чтобы какая красотища. не покупать новое, а сделать из старого вот это остатки швейного И производства. чтобы остатки нашего. не сожгли где-то там у себя в печках, в банях или еще что-то сделали. А вот так из них можно что-то делать, какие-то И это тоже хорошие сделала одна мероприятия. из мамочек наших ребят, волонтеров. Мама, которая шьет сама на дому. То есть мы максимально это сделали таким образом, чтобы, как говорится, вовлечь большее количество людей в реализацию этой идеи. То есть дети рисовали, родители шили. Ну, здорово, вообще очень здорово. Это еще и эксклюзивно, и минимальные отходы. В школе, мне кажется, вот такие, может, да, действительно в школе можно делать, потому что я себя Платформа. помню, да, если мой одноклассник что-то новое принес, и сразу интересуешься, и тоже такую хочешь. Да. Это прививает, да. Очень правильно, очень хорошо. Даже У нас магазин также вы не с пустыми руками для наших телезрителей. Да. Пришли тоже такой маленький подарочек. Да, для наших телезрителей. Это папочка из войлока, да? Очень такой интересненький Это подарочек. тоже от нашего партнера. У нас креативный партнер делает для нас креативные вещи. Ее стирать даже можно, классно. Смотрите, можно документы, можно планшет положить. Вы можете, наши дорогие телезрители, стать обладателями этой прекрасной папки. Опять-таки задаем вопрос. Как называется активная оболочка Земли, которая населена живыми организмами? Повторяю, как называется активная оболочка Земли, которая населена живыми организмами? Присылайте ответы на 0508 400 100, и вы выиграете замечательную эко-папку от наших гостей «Эко-волонтер». Мы ждем ваше сообщение. Первый ответивший правильно и получит, собственно, классный подарочек. Да, дорогие друзья, ждем от вас ответы на номер 508 400 100. Вернемся к проекту. Каково будущее проекта? Какие цели, какие идеи есть? Цели проекта: мы хотим объединить вокруг себя идейных людей, которые хотят делать экологические проекты, но у кого-то не хватает, может быть, знаний каких-то, у кого-то не хватает каких-то средств. Мы можем дать эти знания, обучить, как сделать проект. Мы можем помочь привлечь партнеров к акции, потому что зачастую провести даже какое-то мероприятие нужны средства. И у людей опускаются руки, то, что у них нету этих средств, они ничего не могут, они ничего не решают, они все могут. Если есть идея и есть желание реализовать какой-то проект, могут обращаться к нам на странице в Instagram, в Facebook, подать свою идею, и мы можем их помочь воплотить их. Как идею. вас найти в Инстаграме? Тоже ecovolonter.kg. Очень довольно-таки просто. ecovolonter.kg. Если у вас какие-либо идеи, есть предложения, или вы просто хотите присоединиться Стать к этой группе, волонтером, стать да. волонтером, это, по-моему, очень классная идея. Добро пожаловать в ecovolonter.kg. Можно писать просто Дарик, да? Да. И вы лично уже встретитесь, вы видите все вот эти вот прекрасные идеи, рисунки, проекты на будущее. И довольно все так. К сожалению, в этом году из-за пандемии часть проектов, которые вот на марафоне мы хотели поддержать, не получилось, ну, по объективным, можно сказать, причинам, не потому что мы не хотели, но эти проекты у нас как бы стоят на перспективу в следующих годах по улучшению ситуации. Здорово, здорово. Ну, у нас остается немножко У нас времени. остается немного времени, да, небольшую паузу, но хотелось бы перед этим сказать, что впереди мы будем говорить про экологию нашего города. Какое состояние у нас в городе, потому что это на данный момент, мне кажется, самое актуальное. Все видят это, но почему-то никто, в принципе, ничего и не говорит и не хочет что-либо делать. Да. Но мы скоро вернемся, пожалуйста, не переключайтесь, впереди много интересного. Мы также разыгрываем классный приз от наших гостей, но об этом попозже. А сейчас что у нас? Небольшая пауза и сюжет от наших таких молодых людей. Итак, дорогие друзья, я же тебе, Юля, говорил, что у нас телезрители самые умные. Не успели задать вопрос, уже дали ответ. Да, я напоминаю, что у нас в гостях
Представители проекта «Эко-волонтер» Руслан Гайдаров и Айнура Бакирова, координатор и руководитель. До рекламы мы разыграли от наших гостей вот эту замечательную папочку, из чехол, войлока. как удобно. Нужно было ответить на вопрос, как называется активная оболочка Земли, которая населена живыми организмами. Мы уже получили правильный ответ. Последние цифры 6606. Мы уже поздравили нашу победительницу. Она ответила правильно. Ответ биосфера. Биосфера. После эфира мы с вами еще раз свяжемся и скажем, где можно забрать данный подарок от наших гостей. Спасибо вам большое за такой тоже подарочек. Мне кажется, значит, это тоже наши телезрители, которые беспокоятся об экологии нашей страны. Давайте уже переходить более к печальному. Город Бишкек. Насколько мы все знаем, мы опять же лидируем по самому загрязненному городу. Это так, да? Или хотя бы второе и третье место, или первое место. Ну, тут получается статистика скочит постоянно, мы находимся... Но мы в лидерах. Да, в лидерах. И причем среди таких крупных городов, как Пекин, Сингапур, другие. Давайте, может, для наших телезрителей, для нас же самих напомним, что служит загрязнением для данный момент у нас в воздухе. Это ТЭЦ. ТЭЦ. Сразу хотелось бы сказать, что если как только речь идет о загрязнении воздуха, да, это об этом вспоминают и начинают бить во все колокола, как только начинается зима. Выпал снег, ТЭЦ, на фоне Бишкека сразу видим эти клумбы дыма, и во всем виноват ТЭЦ. Да? Но надо сказать, что кроме ТЭЦ есть очень много факторов, которые загрязняют нашу окружающую среду. Это даже то же самое большое количество машин. Вот. Это выхлопные Машины, газы кстати, наших автомобилей. Дальше можно сказать, учитывая, что у нас вокруг Бишкека очень много жилмассивов, здесь у нас еще есть частные секторы, которые отапливаются углем, отапливаются даже вплоть до того, что отапливаются шинами, отапливаются остатками швейного производства. И это однозначно тоже вообще негативно влияет на окружающую среду. То есть факторов очень много. Мне кажется, целого эфира даже не хватит, чтобы все их перечислить. Но хотя бы самые основные — это машины, которые ездят по городу, отопляемые дома, частные дома. И, конечно же, про ТЭЦ нельзя не сказать. Но давайте говорить о том... Четвертый фактор, я бы сказал, вот вы также покажете фильм, где я подготовил один из участников нашего проекта, это Шеридан Канатбеков. Он говорит о гибели города Бишкек, о возможном его гибели. И одной из причин тоже является то, что сейчас неправильная застройка домов идет. И наш город просто не продувается. Из-за этого смог просто стоит над городом, а мог бы просто развеяться. Так, давайте лучше один раз увидим, чем вот так будем про это обсуждать. Да? Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Сюжет от нашего маленького друга, так сказать. Друзья, всем привет! Я живу в том районе, и из моего дома видно ТЭЦ. Я знаю, что назвал видео как «Гибель города», но на самом деле пока что не все так страшно. Но это пока что. Дело в том, что ТЭЦ самое высокое сооружение у нас в городе, и он как бы всем своим видом нам говорит то, что, ребят, если ваше правительство и вы ничего не придумаете, вам кранты. Вы все будете ходить в масках. Хотя да, так себе угроза. Одним словом, скоро близится зима, и, скорее всего, наш чистый зеленый город скоро станет черным и серым. И в этом видео хотел бы поговорить о том, как это можно предотвратить и что мы, жители города, можем сделать, чтобы наш город снова не оказался в топе самых грязных городов этого мира. Бишкек издавна считается самым зеленым и самым чистым городом на постсоветском пространстве.
ладно, не буду вас смешить, он считался. Однако в последние годы Бишкек одна за другой покрывает волны дыма, которые все портят, ну и вы уже все знаете, что город очень плохо продувается. Самое первое и самое главное, то что у нас огромное количество домов топится углем, и кто-то даже топится дровами. Хотя почему кто-то? Это я. Шучу. Давайте немножко посчитаем. Если расход одного ТЭЦа составляет 1500 тонн в сутки, то плюсуем 500 тонн частного сектора, ну и тех квартир очень странных, которые тоже нужно топить, то в день Бишкек потребляет 2000 тонн угля. Теперь подумайте, пожалуйста, сколько дыма, сколько черного дыма и выброса в воздух мы получаем всего за одни сутки. Итак, понятное дело, ТЭЦ мы никуда не денем, но чем можно топиться дома? Вообще идеальный вариант — это установить себе солнечные батареи, но одна такая панель стоит как одна почка, поэтому если у вас нету лишней почки, можно в принципе включить электричество или газовое отопление. Тоже вполне хорошая альтернатива. Следующая проблема из-за машин. Из-за белых внедорожников и синих «Жигулей». Прям ностальгия. Ну да ладно. В общем, машин в Бишкеке катастрофически много, и на велосипеды многим вообще плевать. И пофигу, что дышать уже нечем всему городу, и пофигу, что из-за этого некоторые не доживут и до 40. В общем, людям все равно, лишь бы какие-никакие удобства. Машина все же. Во всем мире города переходят на электротранспорт или велосипеды. У нас пока что этого прогресса не видно, и по исследованиям Диаса Санчеса, вот такой вот английский ученый, оказывается, в городах с повышенной загрязненностью воздуха потихоньку гены людей могут модифицироваться. Поэтому, если в один день к вам придет соседка с хвостом или курьер с третьим глазом, можете особо не волноваться и особо не удивляться на этот счет. Все нормально. А теперь серьезно. В прошлом году Бишкек в один момент занял первое место загрязненности воздуха в мире. И продлилось это все, конечно, недолго, но многих вообще волнует вопрос. Как город с 1,5 миллиона населением смог перегнать такие города, как Пекин, Шанхай, Мумбаи и так далее? На самом деле ответ очень прост. Он кроется в самом городе. Кроме этого, нужно помнить, что наш город Фрунзе вообще строился по специальному плану. И он строился для города не более 1 миллиона человек, и сейчас срубается огромное количество деревьев, рощ, и вместо них возводят новые дома. Кстати, не всегда красивые. И пока мы сидим и волнуемся о вирусе, о наших депутатах, в мире назревает вообще другая проблема – это экологический коллапс. Ученые посчитали, что если мир не предпримет никаких мер, то через 7 лет, буквально через 7 лет, всему человечеству грозит катастрофа, которая тоже человечество не сможет уже спасти. Я считаю то, что надеяться на государство и полностью ждать от них какой-то помощи, это неправильно. Нужно просто начать с себя и действовать самому. И надеяться постоянно то, что государство возьмет за это ответственность, каждый знает Кыргызстан. Нет, я без этого, знаешь, в общем-то, откуда идет смог? Люди в жилмассивах, они топят углем дома зимой. И понимаешь, проблема в том, что как раз-таки именно государство, оно не проводит газопровод. Проблема как раз-таки со стороны государства тоже решаемая, потому что государство должно подключить все дома к газопроводу, да, чтобы не топили люди углем зимой печку. Большинство из них не живут, а выживают, так скажу, да? У них много детей, у них много других проблем. Весь Кыргызстан и просто подожди, выживает. Как-то перекладывать всю ответственность на этих людей тоже неправильно. Все просто хотят выжить сегодня. Они не думают о последствиях и не вкладываются в будущее, именно в завтра. Пути закрылись высотными домами. Вот это все архитектурными специалистами не учитывается. Правила архитектуры нет у нас в городе. Мы живем возле гор, но мы не чувствуем и не видим этого, не чувствуем этого воздуха. До нас не доходит. А потом какой-то порядок должен быть у жителей. Мусор на улицу не бросать. Вот к этому нужно всем жителям привыкать. Когда-то не бросали ведь ничего. Идешь по даже центральным улицам, не чувствуется вот этой чистоты. Уход за ними, за деревьями тоже не чувствуется. Почему в жилмассивах допускаются частные бани, которые отапливаются отходами, швейными отходами? Все знают, все говорят, но однако никто никакие меры не принимает.
Давайте с вами вместе попробуем предложить некие решения данной проблемы. ТЭЦ мы закрыть не можем, машины запретить тоже не можем, и дома отапливать мы тоже не можем. Что нам делать? Да, какие есть решения? Хотя бы хоть немного что-то изменить. Конечно, да. Каждому человеку кажется, что я один ничего не сделаю, да, в целом. Но если так подойти, если элементарно даже вот молодежное волонтерское движение или там какие-то организации там по защите окружающей среды, плюс начиная там до чиновников, если скоординировать действия вместе, совместно, да, и начать принимать какие-то шаги, то в принципе ситуацию можно поменять. Вот элементарно начинать даже с общественного транспорта, вот, заменить огромное количество не стандартизированных наших бусиков на хорошие, комфортабельные автобусы. Это тоже количество людей, плюс мы это убираем пробки, а, кстати, именно во время пробок больше выхлопных газов, то есть больше вреда идет. Как бы не только окружающей среде, но и человеку тоже, потому что мы дышим этими выхлопными газами. Но это, конечно, не все сразу. Нужно хотя бы сейчас начать это делать и постепенно к этому приходить. Да. Прямо сейчас начать. Каждый себя дома может просто начать переходить на более лучшее топливо. Элементарно заправлять машину более качественным бензином, да? Не топить, скажем, какими-то отходами, а топить нормально там, или же переходить, вот заранее запланировать из бюджета и перейти на то же самое, скажем, электрическое отопление, газовое отопление, то есть в этом плане. Если сравнивать газоотопление и угольное отопление, сейчас в данный момент они, в принципе, одинаково уходят по цене, да, и вы за кадром сказали, единственное, уголь надо еще и потом убирать. Чистить. А так без хлопот. Ну, в принципе, тогда получается газоотопление намного выгоднее, и электрическое, это намного выгоднее. И главное, что это все-таки меньше выбросов, да, и комфортнее. Да, значит, от нас совет нашим телезрителям, нашим горожанам, вообще кыргызстанцам, если кто-то собирается строить дома или еще что-либо, лучше сразу построить не печки, вот эти, которые углем или еще чем-то топят, а сразу на газовое отопление и на электрическое рассчитывать с этим. Теплый пол. Мне кажется, это вполне достаточно классно. Ну да, действительно. Опять, исходя из того, если там газовая линия есть, да, как бы не все в Кыргызстане, это тоже возможно. Я хочу еще раз напомнить нашим телезрителям, чтобы не давать поводу нашим хейтерам писать какие-либо комментарии. Мы говорим о том, чтобы не сразу все это сделать, а как бы постепенно. Может уйти 5 лет, 10 лет и может еще и больше, но если мы в данный момент начнем это все делать, то в будущем уже потихоньку начнет решаться эта проблема, потому что загрязнили-то мы страну-то тоже не сразу, постепенно. Ну да, и конечно это все должно решаться на уровне государственном, но начинать мы должны с себя. Да, в сюжете очень правильно девушка сказала, что надеяться на государство это как бы неправильно, нужно опять же начинать с себя. Хотя бы пусть даже не выхлопные газы, не отопление дома, а хотя бы начать с того, что не выбрасывать на улицу мусор. Я правильно говорю? Правильно, Да. С этим у нас тоже есть немаленькие проблемы. С этим есть, да. Согласен. Давайте хотя бы начнем. Вот эту проблему, мне кажется, можно прям сразу решить. Не мусорить, да? Не мусорить. Предложение от вас давайте. Ну, призываем всех не мусорить. Также ввести раздельный сбор мусора. На мусоре можно заработать. Каждая семья потребляет напитки в пластиковой таре. Собирайте, прессуйте их. У вас за каждый килограмм вы можете получить около 10 сомов. Также бумагу, макулатуру можно сдавать. Раньше мы сдавали и макулатуру, и стеклянные бутылки. Сейчас люди не информированы об этом. Но мы можем также от нашего клуба порекомендовать приложение Тазар. Скачивайте его. Там есть все пункты. Конечно, оно сейчас рассчитано больше на Бишкек, но постепенно ребята ищут различные точки в других регионах, расширяют сеть. Можете сдать и стекло, и макулатуру, и пластик, и различные там отходы. Я видела, что даже можно одежду ненужную. Одежду можно ненужную, да. Так что барахла у всех хватает, и от него можно избавляться, ну не просто выбросив на свалку, еще и заработав на этом. Еще заработав. Заработав и даже помочь.
Да, действительно, кому-то может пригодиться та же самая одежда, которую вы Да. уже не носите. Позвольте уточнить, есть приложение Тазар, Да. которое можно скачать в Play Market. В Play Market, да, да, Совершенно бесплатно. совершенно бесплатно. В этом приложении есть пункты приема мусора, одежды, все адреса по городу, да? Много ли таких пунктов в городе у нас? Очень достаточно, очень много пунктов таких, и они постепенно расширяются. И плюс еще сейчас у ребят будет бонусная система, где вы можете стать самым активным пользователем и получать ништяки от различных компаний. Бесплатное кофе, бесплатный какой-то подарок, либо какой-то билет на тренинг или поход в кино. Ребята тоже расширяют партнеров, и это очень здорово, как бы вовлекаться в эту игру и стать самым лучшим. Нас стимулирует выбрасывать лишнее, зарабатывать и не загрязнять атмосферу. Я знаю, чем займусь на выходные. Кажется, пойду разгребать весь мусор ненужный. Это по Бишкеку хотела бы добавить, что для активных пользователей Инстаграм, для пользователей соцсетей, если не полениться и поискать, то есть отдельные частные лица, которые занимаются сбором макулатуры, тех же пластиковых, в Караколе, в Балахчи. Например, в Балахчи есть, так и называется Таза Балахчи. Это инстаграм-страница, буквально недавно натолкнулась на их объявление. Они принимают макулатуру, пластик, стекло. В Караколе очень хорошо это тоже развито. У нас это туристический город, и прям есть там специальные отдельные контейнеры. Полностью они собирают макулатуру, полностью пластик собирают, чтобы как можно меньше было это мусора. Самая большая проблема лишь в том, что нужно его отсортировать. Да. Просто это не имеется в виду, что вам нужно будет открывать весь мусор и как бы перекладывать каждый отдельно. Просто изначально выкидываете в бумагу отдельный пакетик, выкидываете стекло отдельный пакетик. В американских фильмах, я помню, очень такие наблюдения. У них прям для каждого есть свой мусорный контейнер. бак, но у нас же по городу только-только начинаются вот эти вот ставить такие большие имитация бутылок, куда пластик можно выкинуть. А куда стеклотару где-то в городе вот так просто можно выкинуть стеклянную бутылку? Таких же пока у нас, насколько я знаю, нет. Пока нет, да. Мне кажется, знаешь, можно с Тазалыком поговорить и хорошие деньги сделать. Они так хорошие деньги делают. Вы заметите, по улице проезжают, у них есть специальный мешок. И какие-то они складывают в отдельные мешки. Часть везут на свалку, а часть они сдают. У нас остается совсем немного времени, около 2 минут, и хотелось бы сделать такой, давайте, итог. Что касается мусора, только что мы об этом говорили, давайте не мусорить. Донесите вы этот стаканчик до мусорки, до контейнера, да? Увидели что-то, выбросьте. Особенно в данный момент в связи с пандемией я на улице стал замечать очень много масок. Использованные маски валяются прям повсюду. Возьмите, выкиньте в мусорку, я не знаю. И, желательно переходите на газовое отопление и на электрическое отопление. Я все правильно говорю? Хорошо. Спасибо большое, что вы пришли сегодня к нам в гости, уделили время со своими подарками, конечно. Да? И спасибо за ваше дело, что вы уже учите нашу молодежь, как жить правильно. Может, хотя бы они что-то изменят. Мы все, извините за слово, давайте наша молодежь исправит это, да? Я напоминаю, в гостях у нас Руслан Айдаров и Айнура Бакирова, координатор и руководитель проекта «Эко-волонтер». Спасибо вам за интереснейшую беседу. Спасибо вам за то, что освещаете такие темы. Мы всегда рады, у нас двери вот теперь всегда открыты, заходите, если есть какие-то мероприятия, приглашайте, мы будем приезжать, снимать все это и как бы вам помогать освещать все это нашим людям. А вам, молодежь, все в ваших руках, что сказать. Извините нас и успехов вам. Всего доброго, хорошего дня. До встречи. До следующих встреч. До свидания.